Шоклопан Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 61-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляри Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. У нас с вами на сегодняшнем занятии следующий план работы. Мы сначала освоим небольшую грамматическую конструкцию. Дальше познакомимся с важными словами и выражениями. Итак, приступим сразу. Грамматика. Сегодня мы с вами будем проходить союзы в абазинском языке и узнаем, что союзы делятся на соединительные, разделительные и противительные. Значит, начинаем с соединительных союзов и аффиксов. Например, посмотрите, вот примеры, приведены. Рустам и Мурати, переводится как Рустам и Мурат. Асабшаги Амчашаги, суббота и воскресенье. Москва и Санкт-Петербург. Москва и Санкт-Петербург. То есть мы видим, что соединительные союзы, они могут быть разными. Как, например, если мы возьмем и рассмотрим первый пример, Рустами Мурати. Когда мы используем имена, то просто в конце имени мы прибавляем частицу «и», вот она, и таким образом передаем смысл этих соединительных союзов. То есть получается у нас Рустам и Мурат с помощью этих частичек «и», которые мы присоединяем в конце имен. Рустами Мурати обозначает Рустам и Мурат. Асабшаги Амчашаги, то есть окончание «ги» может нам говорить о том, не может, а говорит нам о том, что здесь это как раз таки соединительные союзы, такие. Асабшаги Амчашаги. Вот частица «ги», «г» мягкий знак «и» показывает нам то, что когда мы переводим, мы говорим суббота и воскресенье. Москва и Санкт-Петербург. Это третий вариант случая, как в абазинском языке мы можем передать смысл существительное и другое существительное. Еги здесь как раз таки и выступает в качестве соединительного союза. Москва, Еги, Санкт-Петербург. Еще раз пройдемся, посмотрим. Значит, когда речь идет об именах, мы говорим Рустами, Мурати, просто прибавляем к концу имени частицу «и». А если существительные какие-то, то мы говорим Асабшаги, как в примере Асабшаги, Амчашаги, прибавляем частицу «и». И можно использовать также соединительный союз Москва, Еги, Санкт-Петербург. Итак, теперь обратим внимание на слово Амчашаги, воскресенье, Обратим внимание на звук «ч», посмотрим, что он пишется как «тш», и вспомним из прошлых занятий, что мы с вами запоминаем правильное произношение звука «ч» с помощью слова «лошадь». «Ч» – «лошадь», Теперь давайте посмотрим, какие бывают у нас противительные союзы. То есть в начале занятия мы сказали, что в абазинском языке союзы делятся на соединительные, первая часть. Вот мы сейчас разобрали соединительные, то есть что-то и что-то вместе, имеется в виду. Дальше противительные, сейчас мы с вами их разберем. Рустам дайт, ауаса и хазыб. Ауаса, вот он тот самый союз, который показывает, что вот это противоречие. Рустам дайт, ауаса и хазыб. Рустам пришел, но он пришел в одиночестве, или он пришел один. Джасы надзад, ма заджгид геамид. Джасы надзад, ма заджгид геамид. Значит, джасы – время позднего вечера или время поздней молитвы. Надзад – пришло время, настало это время, но, противительный союз, но, можно здесь перевести. В абазинском мы говорим ма заджгид геамид, но никто не пришел.
То есть вот это противоречие, оно как раз и передается в абазинском языке с помощью союзов ауаса или ма. Можно использовать и тот, и тот. Еще раз прочитаем и попробуем понять, да? Рустам дайт, ауаса и казыб. Рустам пришел, но он один. Вот противительный союз, который обозначает противоречие, да, первой части предложения со второй, передается здесь с помощью противительного союза ауаса. Джасанадзад ма заджгиды гямид. Настало время поздней молитвы, но никто не пришел. Обратим внимание теперь на выделенные буквы и давайте постараемся вспомнить без подсказок, с помощью каких слов мы запоминаем произношение этих букв. Может быть, нам помогут те картинки, которые мы с вами из урока в урок повторяли, да? Рустам дайт. Посмотрите, здесь мы видим букву Г палочка. Нам, я думаю, легко с вами вспомнить, что буква Г палочка, она читается как Г, да? А как мы запоминаем, что она читается как Г? Потому что мы использовали подсказку в виде картинки, которая обозначала слово весна, да? Г, хапн. Звук Т, посмотрите, я уже сама подсказала вам, что Т палочка произносится как Т, да? Как в слове сова, Т. Посмотрим теперь на слово иказыб один. Звук, который вот пишется как х твердый знак. Подумаем, как он правильно произносится. Произносится, конечно же, он как звук х, да? Как в слове шапка, х-хлпа. Вот с помощью какого слова мы с вами запоминали правильное произношение звука х, х-хлпа. Теперь посмотрим на звук п, иказыб, да? Звук П пишется как П-палочка, а мы с вами запоминали его правильное произношение с помощью слова клюква, да? П-прп, джас, звук Дж, Д-Ж, мягкий знак. Этот звук мы с вами запоминали с помощью слова коза, Дж, джма, да? Надзад, звук Дз, который пишется как ДЗ, мы, конечно же, с вами запоминали с помощью слова вода, Дз. Джаса назад, заджги гамит, да, заджги, посмотрите на звук дж, он состоит из трех согласных, вот такой непростой звук, д, ж, в передают звук дж, а звук дж мы с вами запоминали с помощью слова стиральная машина, помните, джага. Звук г, ну, очень легко, конечно, догадаться, как пишется звук г, потому что пишет он как г мягкий знак. Но мы использовали слово-подсказку для этого звука ге-ген, да, чебрец. Вот, молодцы, вспомнили пройденный материал. Еще раз напомним себе, что сейчас мы проходим противительные союзы, да, проходим противительные союзы, и вот у нас два примера. Какие противительные союзы бывают в абазинском языке. Рустам дайт ауаса и хазыб. Рустам пришел, но он один. Ауаса, вот он противительный союз. Джесса надзад, ма заджкиты гямид. Здесь противительный союз ма. Еще у нас в абазинском языке есть разделительные союзы. Например, ваанхума мумкоунаюма. Ванхума момкоунаюма. Эта конструкция, да, что означает эта конструкция? И имеется в виду, что союз момка, который это разделительный союз, да, он используется только в вопросительных конструкциях. Это очень важно запомнить. Итак, разделительные союзы, которые сейчас мы проходим, это союз момка. Ваанхума момкоунаюма. Ты остаешься или идешь? Разобрались, да? Здесь разделительный союз – это союз слова момка. Значит, теперь обратим внимание на слово ванхума. Остаешься ли ты, да? Звук который пишется как г-палочка. Давайте попробуем напомнить себе без картинок и без подсказок, как произносится слово г, которое пишется как г-палочка. Как произносится эта буква, вернее. Произносится она как г, да, как в слове весна. Хапн. Помните, мы из урока в урок повторяли эту конструкцию. Значит, в слове момка мы видим звук к, палочка в. К, палочка в, да, момка. Звук
К палочка В произносится как К. Кто-то, может быть, вспомнит, что этот звук мы с вами запоминали с помощью слова кунжи. Кунжи – это национальная мужская абазинская одежда, конечно же. Итак, разделительные союзы, которые мы используем в вопросительных предложениях, это союз момква. Например, мы хотим спросить, ты остаешься или идешь? Мы говорим «Уанхума момкоунаюма». Вот, все понятно сразу становится. Еще у нас есть разделительные союзы, которые используются в повествовательных предложениях. Да? Тынчуча, яу агыл тайха. Тынчуча, яу агыл тайха. Знет дервит, знет хётшит. Значит, здесь у нас два примера разделительных союзов в повествовательных предложениях. Союз «я», вот он как раз он разделительный, является разделительным союзом, это первый вариант, да? А второй вид это союз «зн». Мы его используем, видите, «зн» перед первым, то есть мы используем союз «зн» в качестве разделительного перед первым глаголом, а потом еще и перед вторым. Вот таким образом мы и передаем разделительный смысл. Значит, тынчуча я вагыл тайха переводится как сиди спокойно, либо встань и скажи, что ты там хочешь сказать. Следующее знэддзервит знэдхватшит. Иногда слушает, да, сидит и слушает, иногда болтает или разговаривает, правильно сказать. Теперь, значит, что мы с вами выучили, да, что разделительные союзы бывают трех видов, да, союз момква, который используется в вопросительных предложениях, союз я, который используется в повествовательных предложениях, и союз зн, который тоже используется в повествовательных предложениях. Сейчас быстренько посмотрим на выделенные буквы и попробуем вспомнить, как они правильно произносятся. А вы вспомните то, как они правильно произносятся, нам, конечно же, помогут те слова, с помощью которых мы запоминали произношение выделенных букв. Итак, посмотрите, тынч, уча, да, ч палочка в передают звук ч, ча, как яблоко, да, ча. Вагылта, звук г, который пишется как г палочка, мы запоминаем с помощью слова г, гапн. Ефа. Звук х, который пишется как х палочка в, мы запоминаем с помощью слова трава. Хра. Помните? Тдзервит. Звук дз, который пишется как дз. Конечно же, нам легче всего его запомнить с помощью слова весна. Ой, что я говорю? С помощью слова вода. Дз, да? Потом звук г, вот он. Г палочка в. Г палочка в. Г палочка в. Мы этот звук запоминаем с помощью слова в. Вяра. Вот, вяра. Звук т палочка мы запоминаем с помощью слова сова. Т. Помните? Тхачит. Звук х мы уже вспомнили. Звук ч, который пишется как чв, мы запоминали с помощью слова постель. Чарта. Молодцы, вспомнили все. Теперь мы с вами переходим к следующей части нашего сегодняшнего занятия. Будем проходить слова и выражения. Ажакуй, ажацайкуй. Значит, звук ж мы запоминаем с помощью слова корова. Живо пишется, да? Звук ко мы запоминаем с помощью слова крыша. Пишется звук ко как кв. Звук г пишется как г-палочка и произносится как г, как в слове весна. Г, гапн. Поехали, значит, разбираемся. Здесь мы увидим немало выражений, которые нам помогут в повседневной речи. Ахта сащит, мне холодно. Щемталах пных шашакап, у нас по утрам холодно. Ахта сащит, мне холодно. Щемталах пных шашакап, у нас по утрам холодно или прохладно, да? Значит, ахта, мы видим звук х. Обращаем внимание, что звук х пишется как х мягкий знак, произносится как х.
запоминаем произношение этого звука с помощью слова золото. Х, хапщ. Потом звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Т, да? Обратим внимание, как пишется звук Т. Пишется как Т-палочка. Щемтала, хпн. Звук Х пишется как Х-палочка. Произношение этого звука мы запоминаем с помощью слова груша. Х, ха. Хшашакап. Прохладно, холодно. Да? Звук Х мы уже разобрали. Мы вспомнили, что мы его запоминаем с помощью слова золото. Звук Ш, который пишется как ШВ, мы запоминаем с помощью слова олень. Ш, шарах. Ш, шарах. Следующую букву, которую мы хотим разобрать, это буква Х. Х, хлпа. Да? Пишется как Х, твердый знак. Х, хлпа. И, наконец, буква П, которая пишется как П-палочка, мы ее запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке П, Р. Разобрали все выделенные буквы, теперь нам с вами легче будет прочитать правильно эти два предложения, которые мы видим на слайде. Ахта сащит. Мне холодно. Щемтала хпнх шашакап. Очень хорошо. Следующее. Щемтала пстха акхалит. По утрам стелится туман. Хмшк. 3 дня. Щемтала пстха акхалит. По утрам стелится туман. Хмшк. Хмшк. Теперь давайте вспомним. Разберем выделенные буквы. В слове пстха, туман, мы видим звук х. Да? Звук х пишется как х-палочка в, произносится как х, и запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова трава. Х, хра. Обратим внимание на слово акхалит. Звук х мы запоминаем с помощью слова весна. Х-хапн. Звук х мы запоминаем с помощью слова хлпа. Хлпа. Звук т мы запоминаем с помощью слова сова. Т. И звук к мы запоминаем с помощью слова корма. К, корма. Калина. К, корма. Теперь, когда мы разобрали выделенные буквы, нам с вами гораздо легче будет правильно прочитать слова на слайде. Значит, давайте приступим и прочитаем то, что мы видим на экране. Щемтала, пстха, гакхалит, хмшк. Перейдем к следующей фразе. Куа-куат, прошел дождь. С-асыт, выпал снег. Куа-куат, прошел дождь. С-асыт, выпал снег. Значит, звук К мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Звук Г мы запоминаем с помощью слова весна. Г-гапн. Звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Да? Сова на абазинском языке Т. Куа-гакуат, прошел дождь. С-асыт, выпал снег. Якапсат, моросило. Пшааст, дул ветер. Якапсат, моросило. Пшааст, дул ветер. Разберем выделенные буквы. Напомним себе, с помощью каких слов мы запоминаем выделенные буквы. Итак, букву Г мы запоминаем с помощью слова весна. Г-гапн. Звук К мы запоминаем с помощью слова калина. К-корма. Звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Якапсат, моросило. Пшааст, дул ветер. Следующая, значит, фраза, которую мы с вами освоим. Щебжанштех аггаст. Щебжанштех аггаст. После обеда был град. Ацхст, ударила молния. Звук Ж из слова щебжанштех после обеда мы запоминаем с помощью слова
кузница. Кузница на абазинском языке жира. Жира. Звук х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Хябщ. Звук г, град, да? Звук г мы запоминаем с помощью слова поезд. Гба. Звук г мы уже легко вспомним, что звук г мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. Звук т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке т. Итак, давайте еще раз прочитаем эти слова, эти выражения. Да? Значит, шебжанштах аргаст. Шебжанштах аргаст. После обеда был град. Ацхст. Ударила молния. Теперь приступим. Очень хорошо потрудились. На этом наше с вами занятие подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие занятия вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза БСЖ и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза БСЖ, ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах.